12 июня 1791 года началась осада турецкой крепости Анапа. Именно в этой крепости после серии неудачных сражений укрылся с последними отрядами истощенный имам шейх Мансур. 20 июня, на 8-й день осады, генерал Гудович выдвигает защитникам Анапы требования о немедленной сдаче крепости. Однако Мансуру удается склонить растерявшегося коменданта крепости Мустафу Пашу к сопротивлению. 21 июня начинается штурм, и уже на второй день обороны крепости под натиском превосходящих сил противника Анапа падет. В этот же день попадает в плен и раненый шейх Мансур, которого отправляют в Петербург. Имам шейх Мансур, который больше известен в народе как Ушурма, крупный военный, религиозный и политический лидер кавказских горцев конца XVIII века, родился по одним данным в 1765 году, по другим – в 1760 году в селении Алды Большой Чечни. Умер в Шлиссельбургской крепости 13 апреля 1794 года. 10 июня 1818 года на месте сожженных дотла 5 чеченских поселений генерал Ермолов закладывает крепость Грозный. Первый камень будущей крепости был заложен на территории бывшего сквера имени Антона Павловича Чехова. В 1832 году на территории крепости возникло предместье, в котором проживали в основном семьи женатых солдат. 11 января 1870 года указом Сената 2 слободы, размещенные по обеим сторонам реки Сунжа, насчитывающие около 4000 жителей, были объединены, и был учрежден город Грозный. Мощным толчком, ускорившим развитие города, послужила закладка в 1893 году первой скважины, из которой ударил нефтяной фонтан. Это событие привлекло поток людей и средств. Вскоре грозненская нефть приобрела мировую известность. С развитием промышленности рос и город. До начала военных событий 1994 года в Грозном проживало около 500 000 жителей разных национальностей и конфессий. Сегодня Грозный считается одним из красивейших и самых динамично развивающихся городов Северного Кавказа. 10 июня 1835 года вошло в чеченскую историю как начало выступления выдающегося чеченского предводителя Ташу-Хаджи Саясановского. Уже через несколько дней, 12 июня, на реке Аргун происходит крупное сражение между отрядами подполковника Пула и Ташу-Хаджи. Ташу-Хаджи, именуемый в источниках Андреевским Муллой, а чеченцами Вок-Хаджа, Большой Хаджи, относится к плеяде выдающихся героев национально-освободительной борьбы чеченского и дагестанского народов XIX века. Известно, что в 1834 году, когда в Дагестане состоялся съезд духовенства, на котором рассматривались 2 основные кандидатуры на пост имама – Шамиль и Ташу-Хаджи. Большинство голосов получил Шамиль. Не оспаривая избрание Шамиля, чеченский шейх, однако, настойчиво сохранял свою независимую политическую позицию, и Шамиль был вынужден считаться с мнением шейха по ряду ключевых вопросов. 12 июня 1906 года чеченский просветитель и депутат Таштемир Эльдерханов выступает на заседании Первой Государственной Думы с разоблачением преступной политики царизма в Терской области. Известный чеченский просветитель, партийный и государственный деятель Таштемир Эльдерханов родился 1 апреля 1870 года в селе Гихи, в семье крестьянина-середняка. В 1906 году он избирается депутатом Первой Государственной Думы России. Государственный масштаб мышления Эльдерханова заметен и в его выступлениях на сессиях Второй Государственной Думы. После распуска Думы Таштемир Эльдерханов вплоть до февральской революции 1917 года работает в Баку в области просвещения. После окончания гражданской войны Эльдерханов избирается председателем Ревкома Чечни, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Он работал также председателем Национального совета в Краевом исполкоме в Ростове-на-Дону. В 1929 году в Чечне он занимает ответственный пост в Грознефти. Умер Таштемир Эльдерханов в 1934 году. 8 июня 1918 года Северокавказская республика заключила дружественный союз с Турцией. Чуть ранее, в апреле 1918 года, руководители Союза горцев Северного Кавказа направили в Закавказье своих представителей для организации контактов с турецкой стороной. Цель планируемых встреч – обсуждение возможности официального признания. Горская республика – государство, провозглашенное в ноябре 1917 года Центральным комитетом Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Председателем правительства новопровозглашенной республики стал чеченский землевладелец и нефтепромышленник Абдулмежид Тапа Чермоев. Союз некоторое время действовал в качестве высшего органа власти народов Северного Кавказа, однако просуществовал недолго. В результате начала гражданской войны на Северном Кавказе и последовавшего провозглашения Терской Советской Республики горское правительство фактически потеряло власть и распалось.
12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Декларация о государственном суверенитете РСФСР – политико-правовой акт, ознаменовавший начало конституционной реформы в Российской Федерации. Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза СССР, в декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. По существу именно с этого документа и лозунга Бориса Ельцина «Берите суверенитет сколько сможете» проглотить и явилось началом развала СССР и двух военных кампаний в Чеченской Республике. 3 июня 1993 года оппозиция дудаевской власти провела съезд чеченского народа, который утвердил состав Временного совета республики и придал ему всю полноту власти. Временному совету, о котором некоторые должностные лица в Москве заявляли уже как о законной власти, силе, которая уже контролирует значительную часть территории республики и способна стабилизировать ситуацию, было выделено свыше 150 миллиардов рублей. Одновременно летом в неконтролируемых сторонниками Джохара Дудаева районах и населенных пунктах Чечни, Знаменском, Толстой-Юрте и Урс-Мартане при поддержке силовых структур Российской Федерации шла подготовка свержения Дудаева. Организовывалась оппозиция, формировались вооруженные отряды. Это и последующие события фактически стали прелюдией первой чеченской кампании. 12 июня 2000 года Ахмад Кадыров назначается главой администрации Чеченской Республики, и буквально через несколько дней после своего назначения, 14 июня 2000 года, глава администрации Чеченской Республики Ахмад Кадыров выступает с заявлением, в котором призывает членов незаконных вооруженных формирований прекратить сопротивление, сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Этот призыв, по большому счету, и стал своего рода прелюдией, инициированным все тем же Ахмад Хаджи Кадыровым нескольким амнистиям, которые позволили вернуть к мирной жизни более 7 тысяч бывших членов НВФ. Первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров был самой яркой фигурой чеченской политики и истинным вождем своего народа. На родине он имел огромный авторитет и снискал уважение даже у самых злейших врагов.